Осенью 2015 года, в период так называемых больших посадок в коме, ВИП-фигуранты в Сыктывкарском суде стали появляться с завидной регулярностью. Марину Стиховскую, которую многие журналисты сразу пытались связать с делом Гайзера, следствие в реальности обвинило в должностном преступлении в период, когда она занимала кресло ректора СГУ. Силовики выяснили, в июне 2014 года университет заключил договор об оказании услуг общественного питания с коммерческой фирмой «Торговое предприятие «Бумажник». Сыктывкарский университет обязался передать для оказания услуг общественного питания студентов, работников университета помещение площадью 967 квадратных метров, за использование которых указанное предприятие должно было платить коммунальные платежи в размере 290 тысяч рублей ежемесячно. Фактически, как мы установили, уже проверяя деятельность вуза, предприятию было передано 3288 квадратных метров. По действующим правилам, любые сделки с собственностью университета, которая принадлежит Министерству науки и образования России, должны заключаться только с согласия Москвы. Кроме того, за пользование помещениями под столовые коммерческая компания обязана была не просто оплачивать часть коммунальных платежей, а вносить и существенную арендную плату. По первоначальным расчетам силовиков, сумма недополученной прибыли за 1,5 года превысила 59 миллионов рублей. 59 миллионов – это много или мало? Это тяжкие последствия или не тяжкие последствия? Вот СГУ лишилась этих денежных средств. Лишилась этих денежных средств. В этом и заключается должностное преступление, что она превысила свои полномочия. Она не могла этого делать, но она умышленно это сделала. Она же не отрицает, что она подписала эти договоры. Но они считают, что это не договор, это не завуалированный договор аренды, а что так можно. Государство считает, что так нельзя. И Стиховская, и ее защитник настаивали, что сама по себе аренда была необязательным условием и ссылались на практику других вузов, которые обходились договором об оказании услуг. Кроме того, компанию «Бумажник» университет пригласил на так называемый аутсорсинг вместо своего убыточного комбината питания. Это позволило снизить цену на эконом-обед для студентов до 64 рублей. Помимо этого, предприятие за 11 с лишним миллионов рублей отремонтировало помещение столовых и заменило оборудование. Расходы никто не компенсировал. По второму эпизоду Марина Стиховская заселила в служебную квартиру вуза своего помощника, питерского политтехнолога Александра Бурбеля. В 2015 году по указанию Стиховской с нарушением установленных требований гражданину, который временно находился в городе и оказывал ей помощь в проведении избирательной кампании, не связанной с целями деятельности университета, для проживания были предоставлены жилые помещения, которые были включены в специализированный жилищный фонд вуза. Ущерб от его бесплатного проживания в период избирательной кампании 2015 года в Госсоветкоме составил 67 тысяч рублей. Впрочем, большую часть этой суммы ректор сама внесла в кассу вуза, когда началась прокурорская проверка. Сыктывкарский суд учел все смягчающие обстоятельства, но вину ректора все же признал. Назначил 3 года и 3 месяца лишения свободы условно, хотя гособвинитель требовал реального срока. Также Фемида запретила Стиховской в течение 2 лет занимать руководящие должности и значительно сократила сумму ущерба до 12 с небольшим миллионов рублей. Когда приговор вступит в законную силу, ей придется отказаться от депутатского мандата.